Краклаханазем, вот тогда музей мало баллашта бырапырын дебер. Вот кундай бенде аксак аджазине, школа аджазине бенде, ренеген зине. Это музей, де архив музей интеллектуального чтения на Шамбанде. Там зине, олчак ябала. Шамлык сине, bizem punuşra layık deriz şuba utsa şambek pelü denjine. Rediye punuşra yanak madrujin zembuldur dese Şakınbek eksponat тоже birinci muzeyler kunda porindi birinci başı. Çanakta naukaba interesleyen nemay hama şutla bende. Halk akademiyge da diye. Вот. Ну, и школда джухнех себе газанеп, школда джухнех время юратная. Вот особенно она физика, астрономия зенде бзене, бзембе бзда меллегнаш яланах вара дневник себе билеги есезе. Менде уен физика в школе, математика в школе. Тогда я был зембе вара курсовара кончили. Вот Шамбек интерес полный решил. Но халенди вадл забынымай, вот сказал шутлапта. Тогда интерес подмен тванзе, интерес подмес. Вот сказал шутлап, а чанахта альтика. Мундахын эмердех Францинде был на инженер-химик. Вот Марселен Бертло. Францинде был на инженер-химик. Так. Ну, шагбечерать. Наука не может оставаться уделом честной олигархии. Вот. Чанахта аспирантур напдерный, как раз такой проблема, что она вот СССР он да засчитывать не цень, он где-то доколажи бэкэра. Вот. Наука не может оставаться уделом честной олигархии. Все в пределах возможного должны быть приобщены к ее благам. Обладание ею является необходимым условием успеха самих этих научных приложений. Их развитие не вяжется с общим невежеством. Мелле остазмах каладачак Францинде бурунна вундахамыш, ну вот хилим межемрей дегенде пинде дахыржерчичимыш шул билне бол. Францинде инженер-химик. Вот шагында деп мен закарымда хамахам шунатман загарым демеле буленде Краклаханазем. Вот унда марахлап чем хотел. Философия шугыш ялдах учраж венеман, ялна гебе Шамбек пажарак каларым пелетпе, түбебе, шылдырзембе, кыты уйок шылдыр тадак диде. Арайып халде шитмелден итне жин вакымда ширдым. Халде шитмел бишеренде итременде. Вот музея демна вон. Вот я решил для себя серьезно заняться в возрасте за 70 эскизами моделирования ЕСМШ наукознания. То есть эскизами моделирования единой синергированной методологической школы наукознания. Вот. И вот я начал бамидуром. Вот каскен парзамах погалзасан, удастен. Болонде машак мне и бнашак хамон единая синергированная методологическая школа наукознаний ЕСМШ дегенде. Унан шонаре хамжутлабенде. Антропогеогелиокосмизм. Антропочеловек, геоземля, солнце, космос. Вот твадая балан, синчезе. Антропогеогелиокосмизм. Кунданде едем как биологическое, геологическое, космос, земля вселенческие элементы. Но в зембатне, в земдене, всяком щикса, вот стержень дермеренде хаманчак, моделирование ЕСМШ, единой синергированной методологии наукознания. Я мне даже хальги классикала науку зем, классический науку зем, ихазем Павла, зем пальдержибыза. Но хальги тогда не традиционный, не классический, мензенеде, я пошла бенде, я бердикневать как помните эксперимент шайнде классикала науку зем. Естественно, научные знания per exemplu, tu zabdiri meşe. No te bırakne, a filosofi ol malala, ol emetlenmeye gider. Ombekçik şambada para antropo, geogелиокосмизм, антропобайнде bunde, ebnaş Allah'la. Kunda это синтез. Кunda наука, это синтез науки, искусства и религии. Религии birge, я şakında kalsak var aşın ebna yıldaşım. Вот
Конечно, тендевал aslında dede parında, Вселенной депар. Вот это пузик чапла физиксем, ученый земгаландырок, вот у бекизен день ман самый делал кумир человеческого ума дезагалашенный вона Альберт Эйнштейн. Вот сирать вот хамзирдин узмахне мандуром. Самая непонятная вещь в мире – это то, что этот мир поддается пониманию. Вот ценах-то ты рассказал, как бы сложной не была наша Вселенная, все-таки классические науки, уже они на основе опыта, экспериментов, они уже доказывают, что за кажущейся сложностью мироздания Вселенной скрывается четкий порядок. Четкий порядок скрывается. И кажущийся нам, на первый взгляд, хаос, вот, порядок и хаос. Много говорим, философия особенно. Вот, нам кажется, это хаос. Нет. Вот хаос рождает порядок, иногда выражаются многие. Вот, и это я согласен с ними. Кажущимся хаосом именно управляют законы. Законы, которые мы должны вот понять. Вот в этом связи, наверное, и говорил великий теоретик Альберт Эйнштейн свои замечательные слова. Самая непонятная вещь – это то, что, значит, этот мир, Вселенная поддается пониманию. А насчет религии, значит, дорогие гости, я скажу. Вот я уже объяснил. Геогелиокосмизм – это синтез науки, искусства и религии. Вот. Но в этом плане, вот религии, ну, давай не будем скрывать, когда-то мы были и атеистами, и прочим. Ну, воспитание такое, это каждый из вас прекрасно понимает. Но я хочу сказать, вот уже в таком солидном возрасте, уважаемые гости, друзья мои, значит, что нам не надо стесняться и религии. То есть подчас мы должны обращаться и к высшему разуму Вселенной, но это не Бог в моем понимании, смотрите. Наш кумир, я потом объясню, наш кумир и гений человеческого ума. Альберт Эйнштейн, опять-таки он прав. Это величайший физик, теоретик. Много это в научной литературе теоретик. Может быть, действительно, на уровне эксперимента он все многое сделал, но не все мог, наверное, это все доказать. Но однако он говорил, нельзя верить в безбожную науку. Безбожная наука хромает. Я полностью разделяю его точку зрения. Ну, и думаю, не только я, многие это тоже разделяют. Так что вот эта религия в этом плане, ну и искусство то же самое. Для меня, я вот говорил, что высший разум Вселенной подчас за советом высшему разуму Вселенной. Вот для меня, вот это я подчеркнул, ребят, друзья, для меня высший разум Вселенной – это не Бог, творец какой-то всего этого мироздания. Для меня это великая тайна природного естества, самого природного естества, великая тайна. И я его считаю, вот этот высший разум Вселенной, это как бы архисложная форма проявления самодвижения, ДСМС, то есть диалектически самодвижущихся материальных систем. Вот в моем понимании вот это высший разум Вселенной, вот это архисложная форма проявления самодвижения ДСМС. Расшифровываем диалектических самодвижущих материальных систем. Поэтому, уважаемые гости, вот пойдемте сюда, вот сейчас я и говорю, высший разум Вселенной, так называемый метафизический крест Вселенной, для меня эти понятия базовые. Для меня эти базовые понятия. Вот завершая вот несколько вот то, что я сейчас немножко говорил, я хочу вот еще раз подчеркнуть, значит, мир у нас, социум Земли, мир он един, мир един. Космополитизм, да, я космополит, я себя считаю космополитичным
футуросинергетиком. Потом я объясню, в моей книге, я недавно издал книгу «Антропогеогелиокосмизм Салмина». Но я несколько поверхностно, наверное, но не все так это. Но однако на философском аспекте я вот так люблю размышлять. Вот. Поэтому, уважаемые друзья, я вот хочу вам зачитать следующую свою выдержку. Миру мир, мир един. Космополитизм, да. Сегодня социум Земли, на мой взгляд, должен находиться именно на путях антропогеогелиокосмизма. На путях антропогеогелиокосмизма, я уже говорю, это синтез науки, искусства и религии, и идеологии, я извиняюсь, и идеологии формирования общепланетарного космического сознания. Вот на этих путях мы стоим, как мне кажется. И вот я уже говорил, именно в моем понимании, как бы в порядке закрепления скажу, высший разум Вселенной – это великая тайна природы. Великая тайна природы, разгадкой которой я и решил, в таком возрасте заниматься. И считаю, я уже говорил, его архисложной формой проявления самодвижения ДСМС. И вообще я хотел бы сказать, что высший разум Вселенной для меня, вот как в методологическом плане, вот для меня это высший разум Вселенной, вот я уже отметил, высший разум Вселенной, метафизический крест Вселенной, эти понятия базовые, для меня это общецелеполагающий методологический инструмент. Для меня высший разум Вселенной это общецелеполагающий методологический инструмент-концепт. Инструмент-концепт в современном космологическом или квантово-космологическом естествознании. То есть в моей философской синергетике. Вот то, что я хотел здесь сказать. Ну вот хочется, конечно, стареть не хочется, жить хочется, познать этот мир, жить дальше, но ничто не вечно, как говорят. И поэтому, несмотря на свои 73 года, я решил, вот смотрите, был такой дирижер, американский дирижер Леопольд Стокховский. Так вот, он замечательно выразился, для таких, наверное, как мы с вами, дорогие друзья. Старость прекрасна, она похожа на последние апофеозные аккорды симфонии жизни. Как правильно он выразился. Я вот хочу сказать, что я вот, несмотря на такой свой солидный возраст, уважаемые мои друзья, хочу доплыть до своей пристани, как говорится, на всех парусах. На всех парусах. Уважаемые гости, пойдем, как говорится, дальше. Вот, кундамнен галашнебе. Кунда пасрах каладмы деп хаклых назым. Чувашла гурысла калаша ураган хамансак. Мне шамба азагатарас тезех мындуапканде. Ебе баллах хам чуваш пулмижен ширзах варды менде кунда. Ебе баллах хам чуваш пулмижен нихжанда буданза бурунман. Ненер. Хамын талан челгебне дебе, вырыс челгебе дебе, пердану зогурады понышра. Иге челгебан. Озем икеште мажен талан челгезем гебене булай. Ну, чуваш челги талан рагенде баллы. Вот озем мажен иде кивле инструментсем. Тогда мне говорят, накунда ширзафердам. Будучи даже гражданином мира, даже в Хамашамбике задерживали, тем более космос поинтересен, будучи даже гражданином мира, я с гордостью заявляю, что я сын великого чувашского народа. Я очень ценю культуру, национальные традиции, обычаи. Пусть и впредь расцветает земля наша чувашская, земля наша Батыревская, вот карта Батыревского района. Вот. Вот в этом плане вернемся, сюда опять, здесь я хочу дальше читать. Живя в России, в краю Батыревской, своей солнечной Чувашии, я давно восхищаюсь сначала интеллигибельно, а затем и сенсибельно, то есть
мысленно, чувственно красотами, творимыми высшим разумом во Вселенной, то есть в его храме. Радость моя в том, что я появился на свет высшего разума Вселенной как человек, индивид, личность. Как человек, индивид, личность. Я знаю, мы все патриоты своей планеты по имени Земля. А значит, мы должны ее беречь, Землю беречь. Знаем из астрономии, значит, у нас возраст Земли сегодня 4,5 миллиарда лет. А вообще возраст Вселенной 13,5 миллиарда лет. Солнечная система у нас возникла она 10 миллиардов тому назад. Вот. И мы должны беречь эту Землю. И мы должны вывести Землю нашу с тренда так называемого экологического коллапса. Здесь важно помнить нам слова замечательные слова Махмуда Пахлавана. Вот он писал, Махмуд Пахлаван. Последний час земли не с ангелов, не с черта, а с бедных смертных с нас потребуют ответа. За судьбу мы в ответе за судьбу Вселенной. Вот поэтому в этой связи мне кажется, что людям планеты Земля, социуму Земли необходимо иметь свой стратегический научный совет Земли. Вот почему я вот на витрине у меня стратегический научный совет Земли имени Владимира Ивановича Вернадского. Для чего? Вот это я думаю, ну, как бы фантазирую, да, философствую в таком плане. Для координации совместных действий, по обеспечению дальнейшего завоевания, освоения космоса. Ибо, как я уже говорил, где-то у нас, у Земли сегодня проблем очень много. И без Вселенной, без помощи Вселенной, без освоения Вселенной, без колонизации других планет, нам это не осилить. Я вот так думаю, друзья. Но, конечно, насчет музея хотел бы я здесь добавить. Вот это здание, уважаемые гости, вот это здание, все, вот это основной корпус. Вот в этом месте был строение хозяйства моего деда Салмина Николая Ивановича. Вот в этом месте, я читаю, друзья, в этом месте находился дом моего деда Салмина Николая Ивановича. Он родился в 1879 и умер в 1942. Он был одним из 5 сыновей моего прадеда Салмина Ивана Филипповича. Иван Каденина. Его звали Иванка. Он в составе первого московского гренадерского полка, вот этот, он участвовал, воевал с турками вот, в конце 19 века, 1870-71 годах. Получил за храбрость Георгиевский крест. Ну так утверждали, документально я не мог, не успел, но так говорили из поколения в поколение, вот это из уста в уста говорили. Дед участвовал в Первой войне вместе со своим братом Василием, который там и погиб в 1915 году. Вот. Мой дед был крестьянином, середняком. Вот. У них с бабушкой Еленой Дмитриевной Сорокиной, вот Киеве Гадек Ялин день, вот Олег Михайлович Цыпленков, в виде Павла кино деятель, вот сейчас я не делал, было 5 детей. Антон, Лиса, Анна, Павел, Иван. Вот мой отец Салмин Иван Николаевич. Он воевал, мой отец 24 года рождения, в 95 году умер. Воевал старшиной на должности офицера связи штаба бригады. Он был командиром автоматного взвода, награжден многими орденами славы, Красной Звезды, Великой Отечественной войны и медалью за боевые заслуги. Вот этими я горжусь. Я вот здесь даже написал, уважаемые мои гости, что я горжусь своей образованной, интеллигентной элитой рода Салминых.
по линии Иванка Мигулы. Почему я так говорю, друзья? Почему я так говорю? Мы можем войти вот сейчас, не все, наверное, войдете. Вот посмотрим, я о них только напомню, что вы, в моей книге они есть. Вот здесь, вот смотрите, вот они, вот фотографии их, значит. Вот старший брат моего отца Салмин Антон Николаевич. Он выпускник Алатырского рафака 1932 года. Вот он закончил. Он сам 1904 года вот, закончил рафак чувашский, потом Чувашский сельхозинститут, и там же был проректором, секретарем партийной организации. Антон Николаевич также в 1939-1941 годах работал председателем, это мой дядя, значит, родной брат моего, старший брат моего отца, Ивана Николаевича Салмина, вот, председателем Козловского райисполкома. В 1941-1943 годах Антон Николаевич был первым секретарем Янчикского райкома партии, ну, директором Козловской, Порецкой МТС, очень был умный, очень был одаренный человек, одаренной личностью. Вот я им горжусь. Это его дочь от первого брака, значит, Олимпиада Антоновна. Вот далее, вот следующий у нас дядя мой, Павел Николаевич Салмин. Он выпускник Всесоюзного инженерно-строительного института, Уральского политехнического института. По специальности он физик-математик и инженер-строитель. Ну вот мой отец, он самый младший здесь, Иван Николаевич Салмин, он биолог-химик, он воевал, я уже рассказал об этом, повторяться, наверное, не будем. Я вот всеми этими своими горжусь, конечно, горжусь своими этими дядями и отцом также. А у сестер у них, в Лисапа, значит, Микулдыде, там еще покажу вам, один единственный сын, он летчик, военный летчик, вот, Александров Николай Павлович, и другой тетя Анны, вот Анна Павловна Кудак, другой сестра у них, у этих братьев, Анна Павловна Салмина, Анна Николаевна, тоже мать-героиня, кстати, и вот один из ее сыновей был тоже летчиком, вот тоже его можно будет увидеть. Вот родословную я свою сделал, но здесь вот по линии своего деда только, конечно, по линии родословной Салминых, по линии своего деда, начиная от своего прадеда. Но далее есть там в исследованиях народного академика Геннадия Федоровича Малюкова, но то, что есть, мы к нашей радости или к нашему стыду, спасибо я хочу сказать Малюковым, Геннадию Федоровичу, Елене Васильевне, и особенно их отцу Геннадия Федоровича, Федору Васильевичу, что они оставили такой интересный материал для составления нам родословных всех других. То, что в Тощинском сельском поселении многие находят полезную информацию. Вот, спасибо. Вот здесь, значит, да, по линии авиации скажем только, что вот по примеру своих братьев, наверное, вот, Николая Павловича и Петра Алексеевича Лиллина, я тоже служил в авиации, поступал в летное училище, ну, поскольку, значит, Армавирское летное училище я поступал в 1966 году, в городе Анадыре прошел военно-летную комиссию, и мы обслуживали вот эти самолеты МиГ-17, УТИ-МиГ-15. Но в 1966 году училище наше Армавирское переходило на чехословацкий Ил-29, а туда уже без аэроклуба не принимали. Но на штурмана, говорит, Салмин, давай будешь поступать, на штурмана Ставрополь тебя отправим. Не Армавир, а Армавир на летный после аэроклуба, на этот Ил-29. Но я туда не пошел. Вот таким образом, вот слава ВВС, вот наши авиаторы здесь, там еще отдельно стенд есть у меня в музее, они еще к ним, наверное, покажем потом. Вот такая биография. Все это создание музея началось вот с моего 70-летия. Очень много вот таких вещей у меня. Я всю жизнь занимался самообразованием. Вот закончил школу,
университет, сельхозинститут, аспирантуру, правда, без защиты. Я же говорю, ситуация так сложилась, 91 год. Уже марксизм, ленинизм, как говорится, не пляшет, плановая экономика не пляшет. Ну и тем более меня еще избрали в декабре 91 году главой, все народы избрали главой Тощинского чешского поселения. Вот я так ситуация сложилась, но я за это не жалею, просто все было хорошо, можно было защититься, и кандидата экономических наук. Ну, я, вообще-то, и не экономист, я хотел быть физиком, математиком. У меня вот любовь к астрономии, физике, точным наукам, естественным наукам. Но я почему не стал, вот летчиком не стал? Вот я не стал и математиком, потому что в 1962 году мы поступали на механико-математический факультет МГУ. Как лучшие учащиеся, наверное. И получили двойку математику письменную. И с тех пор я пошел в гуманитарий. Вот такая история. И вот здесь несколько семейных фотографий здесь. Вот я и моя супруга Полина Кирилловна Салмина Терлина. Она из деревни Избахтина, Яльчинского района. Вот мы со студентской скамьи подружились, полюбили друг друга. И вот с тех пор уже живем. Вот в следующем году, в 2019 году, будет уже 50 лет нашей совместной жизни. 50 лет совместной жизни. Ну, замечательная женщина. Я даже вот здесь записал. Мы с Полиной почти ровесники. Она чуть-чуть на полгода старше меня. Она была, есть и будет для меня всегда женщиной номер один. Я благодарен ей за все. Вот это после меня даже, вот знаете, что я любил, уважал эту женщину. Вот она, вот у нас 3 детей, это молодые годы, вот сын старший Сергей у меня, Сергей, сын старший, вот он, значит, здесь он, и здесь он есть, вон он, Сергей. Вот потом, 70-го года, 73-го Наташа, и 83-го года у нас Надежда Юрби, Надя, которая у нас поет, культуролог она, культуролог. Вот у них свои дети уже, у меня сейчас, у нас с Полиной сегодня уже, вот, уже 3 своих детей было, вот от 3 своих детей имею 5 внуков, и 1 правнука уже имеем. Правнук Кирилл. Вот я очень надеюсь, что, значит, они, мои вот эти продолжатели рода, вот я здесь записал где-то, вот, ну-ка, что я написал здесь. Друзья и оппоненты мои дорогие, сознаюсь, что есть во мне порой чувство гордости за свой род Салминых по линии моего деда Иванка Мигулы. Это дядя Антон и Павел, мой отец Иван, грамотные были люди, увлекались науками, сдавали зачеты и экзамены по самым разным дисциплинам, от марксистско-ленинской философии и политической экономии, теории научного коммунизма до высшей математики, сопромата, физики, биологии, химии. Вот. Вывод напрашивается один. Салмины из села Тойчи, Баттерского района, дом номер 44, как вы заметили, уважаемые гости, всегда любили учиться. Для меня это клеймо нашей интеллигентности и, значит, интеллектуальности. И нет у меня ни капли стыда за свое чувство гордости, за своих достойных предшественников. Я надеюсь, что образование для рода Салминых не закончится никогда, ибо оно будет поддержано и продолжено приходящими после меня вот, на смену поколений, вот, включая Павловых, Перепелкиных, Лаврентьевых. В отношении Павлова я скажу, Павел Сергеевич, у меня внук, вот это сын дочери моей любимой Натальи Валерьевны. Он, кстати, вот этот внук мой, Павел Сергеевич, он с отличием золотой медалью закончил среднюю школу, Тойщинскую тоже среднюю школу, потом бакалавр энергофак с отличием, сейчас магистр
садничим один курс, сейчас учится, завершает в 2019 году, значит, магистратуру. Говорит, дедушка, я, наверное, схожу еще в армию. Ну, хорошее желание, удачи ему, очень одаренный, будущий, я бы сказал, его доктором наук даже. Эти награды ни о чем не говорят, друзья, поверьте, у нас так принято вообще представлять любого из нас. Однако я знаю, сколько достойных людей остается без подобных награждений. Это, конечно, несправедливо, согласитесь. Для сведения я скажу, оригиналы всех документов моих, вот, они, которые касаются меня лично, моей личности, рукописи разных сочинений моих и прочие другие материалы, они, как бы, на мой взгляд, представляют интерес, да? Они, все эти творения мои, переданы на хранение в Чувашский государственный архив. Личный фонд Соломина Валерия Ивановича. Очень много моих деловых бумаг, касающихся моей трудовой деятельности. Я вот как заслуженный экономист Чувашии еще, да? Вот они хранятся в Батыровском райархиве с моими. Музей Щегор у нас есть в районе, замечательный музей. По инициативе администрации района у нас музей Щегор уже скоро будет переселяться в новые, хорошие здания, к сведению. В музее в селе Ячики тоже у меня есть материалы. Сотни книг, конспектов я передал Чувашскую государственную сельхозакадемию, которую я тоже закончил в 1984 году. Батыровский агротехникуме, Тощинском школьном музее. Все это я оставил для, как бы, для себя как добрый след, как добрая память, чтобы потом, уходя, заговорить с вами, как говорится. Ведь не зря вот время проходит, я говорил, друзья, ведь поэтесса, вот недавно мы праздновали что-то юбилей, день рождения, Марина Цветаева, русская поэтесса Марина Цветаева, вот очень умно же она писала, когда умрем, заговорим молча. Вот действительно о мирах вот эта инициатива, внутреннее такое желание оставить после себя вот такой памятник о себе, на добрую память. Вот я и создал вот этот свой архив-музей, и вот оставляю, как бы помня слова Марины Цветаевой, когда умрем, заговорим молча, когда умрем, заговорим молча. Вот то, что я хотел здесь. Но я человек такой, еще хочу сказать, уважаемые друзья мои, я увлекался и историей, и экономикой, но со всеми многими науками другими. Но я благодарен, что мне вот такое дали, значит, генный заряд, вот от деда, от Диван Камигулы, с моей любимой бабушкой Еленой Дмитриевной. Вот они мои, дедушка, бабушка любимые. Их нет, земля им пухом, но, как говорится, они вот родили 5, вон дядя Антон, Павел, Иван, Лиса, Аннапа. Вот отец мой, он такой был вояка, он действительно школу закончил в 1941 году и получил повестку и ушел на фронт. Вот о нем пишут, вот книга, вот о нем тоже отец Иван Николаевич Салмин, биолог-химик. Вот его каждый раз 9 мая я выхожу на парад на 9 мая, бессмертно хожу в строю бессмертного полка на добрую память об отце. Вот его медали, заслуги здесь. Ну, конечно, вот я горжусь всеми этими вещами. Ну, я помимо того, что увлекаюсь философскими проблемами современного естествознания, вот, значит, наверное, за свои действия я удостоился вот почетной грамоты Чувашского национального конгресса, И то, что я же говорил, вот, не пришлось мне защититься, получить кандидата экономических наук. В 91-м выборе глава и союз распался, все это дело. И вот граждане меня говорят: Валерий Иванович, ты должен еще нам построить церковь. Вот коммунисты когда-то сломали, большевики, советская власть сломала церковь. У нас всегда издревле
у нас вот 175-летие было церкви в 1840 году открыли, вот, 175-летие. Ты должен, говорит, нам надо свою церковь. Вот мы в селе Тощах построили новую церковь. Это, ну, инициатива от меня тоже исходила как всенародно избранного главы. Кстати сказать, всенародно избранная глава и церковь построили мы. Вот, потом гектар земли для развития личного подсобного хозяйства. Все это пришлось мне. В других кинофильмах это есть. Я пересказывать о них не хочу. Вот в Чувашии впервые мы гектар земли для развития подворья. Я дважды баллотировался кандидатом, уважаемые друзья, дважды баллотировался кандидатом депутаты Госсовета в 94-м, 1900 и 2002. Один раз баллотировался в 96 году на главу администрации Батыревского района. В общем, я вел такой активный образ жизни, как говорится. Но я и пою. Вот там в другом музее есть. Люблю петь, но и занимаюсь спортом. Спортом занимаюсь. Вот тут вот дипломы здесь народный академик, заслуженный экономист, почетная грамота Госсовета, районной администрации. Вот здесь почетный ветеран Чувашской. Вот здесь почетная грамота Республиканского совета ветеранов. Вот здесь, вот опять мой отец. Вот. И, значит, что я хотел здесь сказать. Я занимаюсь еще и физкультурой. Я неоднократно участвовал на районных, республиканских и даже на чемпионате России по легкой атлетике в 2016 году. Вот под номером 62 я бегал 400 метров, получил бронзу, и бегал дистанцию 10 километров, получил опять-таки бронзу. Вот они, эти награды, эти награды. Вот я вот такой интересный образ жизни для себя вот выбрал. Покой мне только снится. Все хочется пока в здравом уме. Ну, правда, вот то, что вот здесь марксизму, ленинизму, это пройденный этап. Тут полезного рациональное зерно надо извлекать. А то, что не состоялось, надо аккуратно, конечно, здесь это дело оставить в государственных архивах. Вот. Александр Иванов пишет: дело Ленина смертно. Он поставил восклицательный, вопросительный знак. Сомнений, конечно, есть, и время об этом толкует. Работы Сталина, тут чего только нет. Всего я всю жизнь копил книги. Тут не все книги, я вот их до 1000, наверное, штук раздал по библиотекам, по прочим. Для музея я вот оставил всего лишь вот все это. Все это. Вот такие дела. Вот особо хочу вот дедушка, бабушкой. И вот несколько слов, уважаемые гости. Вот отец мой, и вот моя мать, Мария Степановна Ефремова Салмина. Она была родом она из деревни Старая Орланова, Ялтинского района. Была очень грамотна для своего возраста. Она прожила до 93 лет. Вот, была всегда передовой колхозницей. Трудилась, одним словом, всегда. И отличалась от всех, от многих своей опрятностью, аккуратностью, чистоплотностью. Очень она правильно воспитала нас с отцом. Они поженились, вот нас было четверо детей. Я единственный старший сын Валерий, 45-го, вот сестра за мной. Антонина Ивановна, вот она здесь. Антонина Ивановна 47-го. Лидия Ивановна у нас, Лидия Ивановна, вот она здесь. Лидия Ивановна, она 50-го. И Роза Ивановна, она 56-го года рождения. 56-го года рождения. Вот это семейный альбом, как говорится, здесь вот такие у меня. Это уголок моего как бы на добрую память об отце, о дядях. Правда, отец воевал, вот Иван Николаевич,
А Павел Николаевич и Антон Николаевич, они не воевали. Они обесковали победу в тылу. Антон Николаевич, он руководил Янтиковскими, Козловскими районами. Это война. Вот. Кстати, когда война началась, у него в гостях были мой отец, он молодой еще, он же 24-го года рождения отец, а он 904-го, он, видите, как разница. В Козловке моего отца застала война, начало войны. Именно в Козловке, когда дядя Антон там в Козловке в 41 году был председателем Козловского райисполкома. Он все на броне. На броне был и Павел Николаевич, сам он тоже не воевал, как бы, но он 5 лет в заперти, можно сказать, в городе Козловка, Чуваши это, они выпускали самолеты для фронта опять, для фронта. Вот отец, одному отцу пришлось воевать, правда, он потерял правую руку, вот эту руку он потерял, вот эту руку потерял как раз. На показ, наверное, нам оставил, что вот смотрите, у меня когда-то была рука. Вот он без руки. Ну, настоящий, очень был грамотный. Я отца во многом напоминаю. Наверное, отец был, ну, такой шустрый, хороший, умный. Вот в этом плане. Вот в этом плане. Вот здесь Салмины, воины как бы. Вот отец, вот это я в армии, служба в авиации. И мой сын Сергей Валерьевич, тоже он 70-го года, я говорил, тоже служил в авиации. Вот такая биография. Несколько я хотел об этом вам сказать, друзья мои. Ну что ж, здесь, конечно, здесь много понаписано, всего читать мы не будем, а вот только я скажу, вот в плане политическом, может быть, здесь уголок, вот здесь Борис Николаевич Ельцин. За него я голосовал, всегда буду поддерживать его. Многие его иногда стараются. Но о ком все только хорошо говорят. Но это начинатель, основатель новой демократической России. Я так полагаю, ребята, вот, уважаемые гости. Вот, и я полностью согласен с нашим историком Натальей Нарочницкой. Наталья Нарочницкая пишет, она пишет, вот, правильно она пишет, вот, обращается, революция, вот это у меня это в архиве есть, где-то там, революция, двоеточие, досконально, до основания, то есть до основания. А зачем? Весь мир насилие мы разрушим до основания, а зачем? Октябрьская революция была созидательным погромом русской государственности. Я специально вот так акцентирую и особо безгромко, но вот действительно вот я с всеми этими согласен. То есть вот, до основания, революция до основания. А зачем? Октябрьская революция была созидательным погромом. Давайте вдуматься вместе, каждый свой субъективный взгляд, конечно. Я в этом плане очень разделяю эту только позицию. Вот, и он белые, красные, гражданская война, репрессии и прочее. Ну, это политика грязная вещь. Особо не хочу в эту политику лезть, конечно. Ну, на самом деле, Путин, я путинец. В этом плане я скажу, что Путин, Владимир Владимирович, на сегодня, он мировой лидер. Он лидер номер 1. Он верный продолжатель дела, начатого Борисом Николаевичем Ельциным, первым президентом России. Сегодня как он посланец от моего высшего разума Вселенной. Борется за именно божественное Эльдорадо на земле. То есть за божественное Эльдорадо на земле, то есть за что? За сохранение мира и человечества. И действуя от имени Академии и общества гармонителей, он действует, мне кажется. Мне думается, что он, именно Владимир Владимирович, один из первых из тех футурологов, я вот считаю себя футурологом,
всегда смотрю на будущее, на грядущее, как бы, футурологом, кто разрабатывает новую сегодня, вот Путин Владимир Владимирович, я его считаю, он премьер-министром мирового правительства, и вот он именно разрабатывает как бы уже в практическом плане новую философию футурологии и идеологию формирования общепланетарного космического сознания у элиты мирового человеческого капитала. Ну вот такие мысли у меня в голове проскакивали, я их зачитал. Я знаю одно: человечество впредь не должно допускать никаких мировых войн, контрреволюции, революции и также, значит, никакого геноцида, никаких репрессий, Боже упаси, не должно быть. Вот Солженицын, архипелаг ГУЛАГ. Все это я диагональю прошел здесь. Друзья, вы лучше меня это в этих вещах, возможно, сами разбираетесь. Ну вот такие дела. Политика была. Но это наша история. Я свою историю не хочу и не люблю хаять. Все, что это было, то было. Завершая вот то, что вот касается политики, марксистско-ленинской теории и прочего всего этого, я вот для себя вот такой вывод сделал. Послесловие к своим эссе, размышлениям. Меня интересуют философско-мировоззренческие вопросы сохранения и развития жизни человека. Жизни и человека на Земле. Колыбели пока человечества. Почему пока? Потому что через 4-5 миллиардов лет Солнце у нас горит. Мы должны уже путем завоевания космоса, освоения простор Вселенной, переселяться, может быть, но это через 4-5 миллиардов лет. Ну вот пока, поэтому. Вот я читаю, чтобы не прерывать. Так, меня интересуют философско-мировоззренческие вопросы сохранения и развития жизни и человека на Земле. Колыбели пока человечества. Процессы глобализации и глокализации экономики и конкретных отношений. Так, процессы глобализации и локализации экономики на конкурентных отношениях глокализации, то есть местных регионализации, ну и уточнять не буду, сейчас время идет. По большому счету я космополит, то есть гражданин мира, но пока без отказа от национальных традиций и культуры, отрицания государственного и национального суверенитета, без отрицания государственного и национального суверенитета, патриотизма. То есть я как бы сторонник необуржуазного социал-демократического космополитизма. Но несколько звучит странновато, да? Извините, уж вот я так написал. Для меня понятия пролетарский интернационализм и буржуазный космополитизм еще имеют определенный смысл, но без их противопоставления. Мне чужд и лозунг манифеста Маркса «Пролетарий всех стран, соединяйтесь». Я знаю одно: человечество впредь не должно допускать никаких мировых войн, я об этом говорил там уже, кровопролитных революций, контрреволюций, геноцида, репрессий и так далее. Я сегодня вижу современное, взаимосвязанное, взаимозависимое человеческое сообщество, которое все чаще и чаще сталкивается с ускорением процессов глобализации. Вот я и говорю, глобализация и футурология. Вот. Да, сегодня идут дебаты в отношении инноваций и преемственности в социально-экономической, общественно-политической, духовной сферах и так далее. Вот дебаты о соотношении инноваций и преемственности. Вот. Я думаю, оно так и должно быть. Я отрицаю в этих случаях так называемую классовую борьбу.
А марксизм-ленинизм нас учили, вот здесь небольшая библиотека осталась у меня от марксизма, их было много книг таких. Мы говорили, классовая борьба – это движущая сила общества. Вот куда додвигались на этой классовой борьбе, тоже нам надо бы подумать, друзья, да. Вот. Я отрицаю в этих случаях так называемую классовую борьбу, которую нам долбили в головы классики, теперь уже утопического, авантюрного, вопросительный знак поставил, марксизма-ленинизма. Будто бы она является движущей силой истории, я говорю. Я теперь переосмыслил все это дело сквозь призму распада СССР, распуска КПСС и так далее, через разнообразное самообразование, вот весь свой багаж полученных знаний, возможно, в Чувашском госуниверситете, самообразованием, да, переосмыслил, и вот я что, разделяю сегодня взгляды родоначальника буржуазной теории стратификации и социальной мобильности Петерима Сорокина. Это Петерим Сорокин, это выдающийся российский, значит, выдающийся социолог в мире, Конечно, в счете именно все это я как бы напрашиваюсь как футуросинергетик, неофутуролог, но перемешанный все-таки, извините, перемешанный с марксизмом, ленинизмом на 1/3, наверное. Вот такие у меня, друзья, добавлю только, для меня ценно и марксистско-ленинское околонаучное учение, поэтому считаю вполне научно обоснованным, вопросительный знак, восклицательный, слияние этих двух около капитализма и социализма в единую синергированную методологическую теорию и практику мирового хозяйственного развития в условиях глобализации мира. Вот такие иногда у меня мысли появляются в голове. То, что у меня мысли в голове появились, я их записал. Говорил, что вот антропогеогелиокосмизм, синтез науки, искусства, религии, да, это стержень моей философской синергетики. Вот здесь у меня, обратите внимание, уважаемые друзья, вот то, что касается вот тура, где сидя, да, вот, пускай она и будет вот такой. Вот я здесь написал, вот, смотрите-ка, вот, давайте начнем отсюда. Проблемы моделирования научной теории мира постмодерна в условиях глобализации его, а также кризиса позитивного знания, реванша мифологии и псевдонаучного знания в современной культуре, на мой взгляд, целесообразно фокусировать на семантическую, то есть информационную модель Вселенной. Именно на семантическую модель Вселенной МБК, то есть мион биокомпьютерной концепции. Исходя из признания бинарной, то есть семантической и материальной, бинарной структуры саморазвивающейся Вселенной, саморазвивающейся замкнутой ее биосистемы. Но это перекликается, это я полагаюсь на своих учителей, там в том здании я еще скажу вам, значит, это учение, значит, Лескова. Лескова как раз семантическая вселенная и бинарная структура вселенной, ну и других там. Ну, всего этого не расскажешь здесь. В книге я стараюсь вот это все, что здесь понаписано везде, все это оцифровать я хочу, значит, дорогие мои друзья, и издать еще отдельной книгой. Все свои записи, верные, неверные там мысли, но все равно это надо оставить для вас. Кто, может, интересуется, будет изучать, а может, действительно, сам Эйнштейн ошибался, правильно же? Ну что, таких, как я, любителей, любознателей много, но все равно определенную ценность, возможно, они представляют. И вот в этой связи я хочу сказать, вот, значит,
Уважаемые коллеги единомышленники и не менее дорогие мне мои оппоненты, занимаясь вопросами философии антропогелиоцентризма, вот, проектируя их на метафизическую матрицу футуросинергетического подхода на историю возникновения и прогнозирования решения глобальных проблем человечества с учетом канонов мира и требований биосферы Земли, запятая угрозы экологического коллапса и так далее, вот всего этого учитывая, я обнаруживаю, я обнаруживаю, субъективно все, конечно, я обнаруживаю отсутствие идеологии формирования, вот того я же повторяю, идеологию формирования общепланетарного космического сознания у элиты мирового человеческого капитала. То есть, громко выражаясь, я пытаюсь замахнуться, в кавычках, конечно, на ее выработку, на ее, это на что на ее? На выработку какой-то мере, субъективный голос, идеологии формирования общепланетарного космического сознания. Вот на формирование ее выработку. Видимо, без концепта высшего разума Вселенной, вот, которого считают многие ученые, многие любители, философы религиозного толка, вот это зародышем мироздания, допуска именно чуда. Вот есть такое чудо в системе миросоздания. Вот это чудо, вот это, значит, высший разум Вселенной, вот это так называемое чудо. Я там говорил, что это архисложная форма самодвижения ДСМС. Вот здесь я вот дальше развиваю, значит, говорю, что это зародыш мироздания. Это не я говорю, это мои учителя, там, Сашинские, другие еще религиозные философы, зародыш мироздания. Допускать вот такого чуда надо в системе миросоздания, надо допускать чудо, которое экспериментально нельзя, вот классические науки, может быть, не все еще, вот метафизика, метабиология, метахимия, но все это очень сложно. Вот. И вот они образуют, вот Сашинский Сергей Анатольевич пишет, образуют метафизический крест Вселенной. По вертикали, по горизонтали, там надо посмотреть научные словари, я в свое время читал, вот сейчас читаю в своей записи Вселенной, и посмотреть на предмет глазами, не всегда глазами науки, но и глазами, значит, где-то надо и христианской веры. Вот наука, классическая наука, плюс еще и взгляды христианской веры. Вот. Надо этому тоже иногда прибегать. И не надо, значит, здесь я написал, и не надо, значит, что? Без признания двуединой ДСМС, биосистемность, замкнутой биосистеме Вселенной, и значит, вот бинарная структура Вселенной, я чуть не запутался сам уже. Нам не надо, в общем, вывод какой, не надо стесняться религии, я там еще написал. Обращаться надо иногда и так называемому чуду, высшему разуму Вселенной. Вот не зря я вам говорил, мой кумир и идеал человеческого разума Альберт Эйнштейн, сам Эйнштейн говорил, прав и тут, который говорил, нельзя верить в безбожную науку. Безбожная наука хромает. Друзья, я скажу вам так. Мир познаваем, конечно, но вряд ли, когда мы добьемся конечного в наших познаниях, в этом бесконечном диалектическом, в этом бесконечном диалектического хаоса самоорганизующейся Вселенной. Немножко, значит, непонятно, да? Значит, я зачитаю еще раз. Но вряд ли, когда мы добьемся конечного, подчеркиваю, вот где конечного? В этом бесконечном динамического хаоса самоорганизующейся Вселенной. Все верно, все верно. Вот всего этого я хочу поставить точку здесь, уважаемые друзья. Вот я Библию не читал сам, я
значит, да, будучи главой, строили церковь. Я очень рад, что после меня я принимал самое активное участие, но как будучи главой, все народно избранно говорил. Но село, церковь, новое здание церкви, Свято-Троицкой церкви, Щелетощи, это достояние села тоже, вот как пускай и вот музей мой будет некоторым достоянием. Вот я здесь написал, я Библию не читал, простите. Для меня Бог есть дух, высший разум Вселенной, зародыш мироздания, зародыш мироздания, наше мироздание, что и есть чудо в системе миросоздания. Вот Библию не читал, допускаю высший разум Вселенной, под этим, что я подразумеваю, я об этом вам, уважаемые друзья, говорил уже. И вот что, вот я и занимаюсь разгадкой этой главной тайны христианства. Разгадкой этой главной тайны христианства я и занимаюсь, придерживаясь единству онтологии, теории познания и логики. Единству онтологии, запятая, теории познания и логики. Руководствуясь при этом обновляющимися методологическими принципами естествознания, зная для себя, что все в мире, это что? Все в мире, это вещи, события, явления, все это, да? Все относится к мировой философии ДСМС. Вот у меня Чувашская народная академия сказала, секции моделирования ЕСМШ в мире ДСМС. Я говорил, да, ведь? Вот, вы помните, да? Вот, философия ДСМС, то есть диалектически самодвижущая материальная система, которые, в свою очередь, составляют биосистемные устройства природы. Вот эта совокупность разных ДСМС и составляет, составляет биосистемное устройство природы. Вот тут я уже там в другом здании посмотрим, там биосистемное устройство природы Геннадия Михайловича Обласова, тоже интересные такие философии. Вот я своей философской синергетикой размышляю о создании ЕСМШ, то есть единой синергированной методологической наукознаний для моделирования постклассической научной картины мира. Вот. Я в своей философской синергетике размышляю о создании ЕСМШ, единой синергии методологической школы наукознания. Для чего я вот это вот ЕСМШ хочу моделировать? Для чего я хочу вот это вот, уважаемые гости, посмотрите, вот у меня целое дело здесь, Соломин, архив-музей интеллектуального, космос и устойчивое развитие цивилизации. Мы должны для этого, чтобы все-таки в современном мире постмодерна, вон я говорил, значит, мы должны уже иметь как-то, ну вот я так допускаю, извините, конечно, вот до моделирования после, значит, не классической, что не классической, не классической научной картины мира. Вот для чего я вот планирую для создания этой ЕСМШ, единой синергированной методологической школы. Вот для меня это у меня папка, это будет, наверное, моя дипломная работа, как бы на все буду увлекаться пока в здравом уме, так как, значит, я уже говорил, наука не может считаться уделом честной олигархии. Я, как любознатель, я буду заниматься вот этими, уважаемые гости, обратите внимание на это, вот эскизы моделирования единой синергированной методологической школы наукознания. Или, я написал здесь, или еще раз о пользе созидательной абстракции при рассматривании турбулентности и самоорганизации ДСМС. В футурохаусе футурохаусе космическо-земных и современных социально-общественных структур для трансформации их к ноосферному аттрактору. Учение Владимира Ивановича Вернадского о ноосфере, мы об этом потом поговорим в другом корпусе. Но завершая военную тематику, уважаемые гости, я чуть не забыл, это вот пионерский галстук, барабан,
я в школе вел тоже, в школе, я помню. Барабанщиком был, редактором сатирической газеты «Ежик», секретарем комсомольской организации школы Тощинской средней школы. Я учился в 52-62 годах, закончил школу. Вот здесь, сейчас у нас из Тощинского сельского поселения ушли на фронт более 1100 человек. Из них вернулось более 500. Из этих 500 на сегодняшний день, уважаемые друзья мои, остался один герой, который непосредственно воевал с фашистами. Это Наташкин Михаил Тимофеевич. Наташкин Михаил Тимофеевич, он пока еще жив. Ему за 90 уже, но он еще в здравом уме. Вот это для всех я собрал, как академик народа, как бы краевед, всех тут сведения и о живых, и о мертвых, и все здесь информация имеется. Для музея это останется. Как бы это на добрую память о воинах бессмертного нашего полка. Сказал я ельцинец, путинец, да, Владимир Путин. Все переосмысливаю. Я не призываю людей к войнам, впрочем, тоже. Я хочу, чтобы все земляне, вот одна планета у нас, пускай мы должны заниматься только созидательным трудом, только созидательным. Вот здесь я обратил бы внимание, вот мы должны извлечь уроки, правильные уроки из октября 2017 года. Вот. Я для себя очень много такими вещами занимаюсь. И заниматься науками, искусством. И религию тоже надо уважать. Вот здесь у меня материал, подборка материалов. Вот великие естествоиспытатели здесь, великие экономисты Земли. Вот, и так далее, и так далее. Здесь все. То, что для меня они представляли, я для себя, для музея оставил, конечно. Но хотелось бы, конечно, много можно говорить, все невозможно читать, это все книги будет. Я хотел только, вот это я прошу внимания, уважаемые друзья. Вот, уважаемые друзья, прошу внимания. Вот, мое кредо, вот каково оно, мое кредо. Вот я здесь по теории познания, философии познания, вот нарисовал все это дело. Тут целое у меня можно читать, говорить долго, можно читать, говорить долго. Все это, вот оно, видите как. Вот Земле, планете нашей 4 миллиарда 600 миллионов лет. И впереди столько же. А что дальше? Вот, все это. Вот здесь я хотел сказать. Вот Чувашская народная академия наук и искусств. Вот здесь секции моделирования у нас. Вот это мы, академики, ежегодно собираемся здесь, отчитываемся. Вот все это. То, что я вот здесь, опять-таки, схематично вот на этой таблице, значит, набросал эскиз своего философского панораму или эскиз своих философских размышлений. Здесь я об этом написал здесь. Вот хочу сказать здесь, вот что я хотел сказать здесь, мое кредо, да, вот в этом плане, мое кредо, вот здесь, значит, друзья, единомышленники и уважаемые оппоненты, я все же больше релятивист. Как метафизик своей философии современной астрофизики, находясь на стреле времени Эддингтона, я временно остановлюсь, значит, друзья мои, поймите, я сейчас не буду объяснять вам, конечно, но зачитаю. Я это, поверьте, если, значит, книги все это будет, но не буду комментировать все, что значит стрела времени Эддингтона или все остальное. Научной терминологией я пользовался на совесть. Я их переосмысливал, переваривал у себя в голове. И ничего здесь
я не списывал, это я могу честно говорить. Вот, все это в голове у меня варится, откладывается, но по памяти все трудновато сейчас. Ну ладно, вот так вот. Друзья, единомышленники и уважаемые оппоненты, я все же больше релятивист. Как метафизик в своей философии современной астрофизики, находясь на стреле времени Эддингтона, которая устремлена в сторону непрерывного роста энтропии всякой локальной системы, а это господствующий фактор развития Вселенной, я стараюсь, вот обратите внимание, я стараюсь на стыках наук и в их переплетениях находить сингулярные точки на диаграммах состояний веществ и полей. Вещество и поле – это состояние материи, да? Состояние материи, вещество и поле. Вот на сингулярных переходных точках на диаграммах состояния веществ и полей. Через синергетику, как парадигму нелинейности. А это синергетика, как парадигма нелинейности, я под этим как раз и подразумеваю синтеза метафизической, метахимической, метабиологической матрицы порядка и хаоса во Вселенной. Точка. Матрицы синтеза, да. Признаюсь, для меня важнее релятивистская астрофизика, релятивистская инвариантность, релятивистская космология. Вот это я все со словарями еще переосмысливал, добросовестно все их запоминал. И у меня на уровне умственных своих это все понятие определенно отложилось. Вот. Возможно, это единственное, в чем я несколько отличаюсь от других. Возможно, это единственное, в чем я несколько отличаюсь от других. Да, я считаю современную квантовую механику, мы знаем атом, ядро атома, электроны, прочее, да, и еще частицы дробные, в составе ядра еще появляются частицы отдельные, осколки, кванты. Вот. Да, я считаю современную квантовую механику алгеброй или высшей математикой, той же релятивистской механики. Ну, релятивистская относительность, все относительность. Не абсолютизация истин, относительность. Я тут поверхностно чуть знаю, но, товарищи оппоненты, я здесь говорю, ценя время наше, для особых философов не хочу. Моя Библия – это релятивистская астрофизика с предсказаниями все же квантово-космологической модели мира. Моя Библия – это релятивистская астрофизика с предсказаниями все же квантово-космологической модели мира. В этой связи мой Бог – это высший разум Вселенной, то есть архисложная форма, я вам несколько раз повторил уже, извиняюсь, архисложная форма проявления происхождения и развития жизни и гибели мира ДСМС. ДСМС – диалектический самодержащий материальных систем, природного вещества. Уверен, что именно высший разум Вселенной – это зародыш мироздания, чудо в системе. Но теория большого взрыва происхождения Вселенной, мы сказали, 13,5 миллиарда лет Вселенной. Ну как все, взрыв, все это на уровне, вот мы доказываем. Вот я здесь тоже хочу зачитать, вот здесь, друзья. Обучаясь и учась в Чувашском госпединституте, Чувашском государственном университете, Всесоюзном сельскохозяйственном институте заочного обучения, Чувашском сельхозинституте, я слушал лекции многих профессоров, докторов наук, философии, например, Петрухина, Калинина, Феизова, Матвеева, вот в обвинительном падеже, наверное, доктора наук были по философии у меня, Петрухин, Калинин, Феизов, Матвеев, историки Кузнецов Иван Данилович, Дмитриев, Каховский, Денисов, Румянцев Михаил Васильевич, Сергеев Тихо Сергей, Беляев, аграрники, Кузнецов Александр Иванович, ректором был у нас, Пельцих Игорь Леонидович,
я помню, я ему генетику сдавал на отлично. Войкин, пошловец, Лев Михайлович, профессор, помню, я ему тоже на отлично сдал. Бонифачев, растеневод, Архипов, энтомологию тоже на отлично, помню, сдавал. Седушкина, Белков, Иван Михайлович, орошение, Мутиков, методика опытного дела, помню, очень трудный предмет, интересный предмет был. Волков, физическая коллоидная химия, тоже трудный предмет. Он здорово нас гонял по этим химии, в своей физической коллоидной химии. Баталов, ну вот экономисты, Бадырьян, Брянских, московский это Яковлев, когда я учился в Общесоюзном всехозяйственном институте заочного образования, закончил годичный экономический факультет повышения квалификации руководящих работников сельского хозяйства. Я тогда работал, это 80-е годы, работал главным экономистом в колхозе «Гвардейц», орден Ленина, колхоза «Гвардейц». Я вот поступал. И вот я ходил на курсы повышения квалификации, и вот ну, там с блеском ответил на заданные вопросы и прочее. И вот этот встает Григорий Гаврилович Бадырьян, доктор экономических наук. Так, говорит, молодой человек, вы где работаете? Я говорю, во время экзамена, там идет госэкзамен. Я говорю, главный экономист, колхоза «Гвардейц», Батыровский район, Чувашия. Он мне говорит, слишком жирный пирог для колхоза. Вы должны, молодой человек, идти в науку, мы вас зачисляем в аспирантуру. Я вот стал аспирантом там. Вот такая история. Ну, я немножко, чуть-чуть похвастался, да, извините. Малютин Станислав Романович, очень умный наш чуваш, экономист, мой коллега. Петр Александрович Сидоров, земляк, батыровский, ректор тоже. Шапошников Юрий Васильевич, Кураков Лев Пантелеймонович, Яковлев Георгий Ермолаевич. Вот я хочу, вот почему я вспомнил эти фамилии. Ну вот спасибо им за эти минуты нашего полезного общения информациями. От них, вот этих философов, историков, экономистов, прочих сельхозаграрников, я взял очень много полезного для себя в этой нашей жизни. Земля ялышсем, земля кундагинне ханазем, туссем. Ну, хамрын экскурсия маллады зубарынде. Кунда вот курмалызем, калашмалызем, буламалызем, ну май. Пуне де була зада бидерим бар. Ну, хашпризем сиден чарына дарас келет. Кундак аксак хамрын менне галап ханде, аксак кедес иргейлер ханде. Ну, кунда бет чан син земінде кунда, чанакта сону гердикрек, кунда фото земжинде пулде хамын сиухтылан зем кунда. Сиухтылан зем. Хамыр туанзен хушинжен изесин калбар. Кундан да numara хебер аксак кам сывлышарынже СССР Аэрофлот СССР депер унда вот бiri как раз Шамда служитуна хамрында космос пачыгында музей дермирде ханде де вот и тогда Шамда бурбойында бирин был особенно Салминых. Вот кундаман слава военно-воздушным силам и Аэрофлоту СССР дед. Кунда авиация детали бактра служит у Салмины кунда андяк. Салмин день кунда Александровы, Лиллины, Теллины. Вот совсем же не бурдак наш калашан. Ак Салмин день де кунда андя ак атень те дежего. Вот кунда мой дядя, талантливый учитель физики, математики, инженер, педагог. Вот вол пиде шак тедебе савнабе вол пинде дохрзер ширим маршрут жила, мулбатты маршрут шел херхтватрах билже вол чирне буланде пиде мене. Вот кунда анде була задымасты кунда шаннагна галап борзе богынде вол урантрамар узлавка хулынде хамрын Чуваш республикинде Козловкара авиационный заводра инженер механик, шамда был самолет кыланы жерде. Борзе богынде азан не батне, амы же батне буладынде. Хамыр кычра. Кунда был самолет педе летчик сембе кизе жүренне борзе богынде де. Ну, амыш не курмала кизе кайдым бол. Вот теде инде вот самый зенжен. Ну, самый зенжен
Кундан де пункте Салмин, как Салмин ко Александров, уна намыше Салмина, Микул деде. Микул деде девал атень апажен юбаля была, атень племянник была, неман теде вернде Александров Николай Павлович был. Малдан транспортной военной авиации, военно-транспортной авиации, где пузык самолет себе, бешненде Кайран, бара был полковник военно-воздушных сил, полковник, куда курсант погони бенни, у них шамдочек некий мензене бухром да не хам мучайра узурдым шамди пузык ватсаннина. Вот киверна гаси не ганьда блиса парачаганда не шамда журавна Александров. Это Микудеде. Вот. Микудеде был каран граждан авиации не кучра, хальвал Микудеде, а куда ебедра. Ебед салда гран. Игачу служит на вещане, где манажар Чукоткара, командир полка, начальник штаба, давай Салмин здесь, летчик у вас кельмези за здесь. А реде ман игадеде летчик, Микудеде, пал это печадеде. Кунда маже, манате. Пердуан земин дезем, пердуан зем. Манде биге деде летчик кайма хадырде. Арамананде кунда, назирнехай. Я здесь мечтал стать летчиком, как Валерий Чкалов, как мои двоюродные братья Николай и Петр, да. Ефрейтор военно-воздушных сил из Чукотки, старший авиамеханик самолетов УТИ МиГ-15, МиГ-17, Салмин. После прохождения военно-летной комиссии в городе Анадыре, Магаданской области, едет поступать в Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков войск противовоздушной обороны СССР страны. Вот он ултимашел. Но аэроклуб терминиве, он дережице Армавирда юмерец. Вот. Штурман агай, мар, вот сами летчик пулай, мар, ми пилдашем. Сам бег сделал. Вот как раз мана на Микул дедене Чукоткран Мускава за мен телеграмма, да. Микул деде мана встречать мадух надел кундакор. Встреча двух братьев, кандидата для поступления в АУ и летчика, военного летчика Александрова на Казанском вокзале. Вот историю Юльдин делал. А Микул деде летчик Юлдаш земле прилевости сердце. Вот каземде Александрова Буджанджа. Лилин печа дедику Анна Паныбеле. Тоже был ялурла бешегайдукте падрел шеред елже канде берлемде. Шанда был тебрдукте Анна Пагалаченде. Шунаты зембе бирда сулазада саламла захвазды буланды зембек. Ну, насколько он делал. Вот вишема шулгивал печа деде. Тоже тужашку мне. Печа деде, Микул деде, тужашку мне, тури тужашку мне. Выпустили тощинской стрижкой. Вот, там летчик Лаймардер. Bundan da Armandovani землю, да, Армандовани зем. Вот, Пелин Федор Кириллович. Пелин Федор Кириллович Каламалдину май, вот космонавт Леонов, он жил даже. Кременчук поддерживал космонавт Леонов военно-летной школы. Вот он дал начальника Кременчугской летной школы по летной подготовке был на командир полка. Вот, командир полка дальней авиации. Дальней авиации СССР благодаря бунултывулна буре хайгал заманадырых вот пурнать Новочебоксарск Индия Федор Кириллович вот военный летчик первый класс штурман ну камгана марвал но пиде было конечно пиде было чин эбу мамуктанадып сам хунжагам банде хунжагам шурин вот космонавт Леонов подером пиде он биография пенсии пурнать шени Шубашкарда полковник военный летчик освоил 8 типов самолетов. Настоящий воздушный Акун самолете. Акун самолете. Да, приехал, да. Вот. Самолет. Вот. Вот земле был на случай земгала забрать бомбаржу хумрадит. Прибор земле стемес. Сам детем кабинера. Вот, попробуй самолет. Да, андар солдатный все равно как-то. Сумел, ну, тогда ситуация, на гала забрать. Чуть-чуть переледрать тебе было один день. А вот у нас шале, кебер шале, вот пидевый шахматист, вот Теллин Вениамин Кириллович, Федор Кириллович, Вениамин Кириллович, вот где водоросли тохармашулги, вот
вот Ардахармаш Шилгитюмала. Вот он тоже авиационный инженер. Но он как раз спортсмен, фанат спорта. Госпиталь, где вот на дюкне лыжи каят чупма за честь своей части элемент. Шамда Дюраман и шамда смертельный исход. Ширем билик ревельничак ман Тебер Хундиган, Федор Кириллович Шалле, Телин Бенямин Кириллович. 38 года рождения был. Капитан, техник, лейтенант. Был космонавт. Sen tarlamış nabor nelek me buldarna ona şambe kalaştı birenvan şambe kalaşı yoluna kalaşı şaynce но şavdaran чем это шахмат были одаренный авиационная техника на отлично были тогда был вот против гроссмейстеров международного класса по шашкам по шахматам каждый видал по шахматам против Васюкова Геллера Полугаевского, вот сейчас и Бибуляна, видео, но трагически оборвала жизнь этого человека. Он мог реально попасть в отряд космонавтов. Ну, Гена, он Тебершале, Геннадий Кириллович, Федор Кириллович, воздушно-десантные войска, Гена, инженер-строитель. Ну вот, Шагбек, Санунабек, Шагбек, Таланов Раджамбек, Пызок, Хаюла Шинзем Булдашан. Мы здесь куда заходом. Друзья, вот. Я полон чувства гордости и уважения, когда речь идет о людях героических профессий, как летчики, космонавты, подводники, десантники. А ведь их настоящих патриотов России и моей солнечной Чувашии сегодня сотни тысяч. Земной поклон конструкторам космических ракетных комплексов и систем, самолетов, подводных лодок и так далее. Военно-патриотические темы воспитать команде. Школа земгелич куда музея. Такам дагилеть. Вот курса чамбек тезем дуром. Горжусь чамбек шинзем, конечно, мы бере пиделай, конечно, пиде. Воспитание беде пуде. Ну хаман самый день чамбек таланных рада чамбек пударула хаюла шинзем улажен ебе, конечно, сам надо. Перед киристерзем улмала шинзем. Пурим беде. Вот ты рассказал, акундак техника науки доктора Федотов. Значит, журналдан буларым да, Камалагаринде. Вот был тираж. Вот по выражению Федотова. Мы дети Земли. Вот. Земля, космический корабль с человечеством на борту. Значит, теперь корабль сидел забрал. Землю надо беречь. Вот шабла, Шагабек, Мазамбе, Мазале Мандураманде. Но музей Бушна Берге дада Хаклы Дуанзем. Шабнада Галаскеле. Епмеле Галмава. Хам еден епшак шаржинжен тенже ушлыхне паган оскагыл уламен архив музейне уса терс турум буде зашулады. Ол де хамын енден де хам как Чуваш халық академиге был на Майдане. Ибо Чуваш наци музей беде Меньшикова Ирина Петровна да. И ты шужылды музей космонавтика зембеде сивых шамбек пурнадып танде. Вот озен я тебе де шак еп тулна эсинде вот как бы зембе берле пурнаган интересенеген шиннон берлеки палыки булдыр десе жула бепшак хамын шак архив музея анде шакла жула. Но кумда хам гыше юлаган мензеледе акшагыбек я балах бардым. Хаклы тылан зем. Ыбылым багинем кумда вот ыбылым багинем инде. Хамыр кумда ебірінде бір бұрнаймы бір қалабы. Ыбылым багинем, тогда мана кизеплеген тусудаш сем. От тебе однен, а за тебе отен. Нигесне, ундах, хаму сахварна, шаржинжен, тенже услыхне бахаганзен. Осхагыл булавен архив музейне, шужылды космонавтика музейн, тужари пилиальне. Тархашын упра. Тархашын упра. Ебе bizende men şirzah var dizim yediye kızıklanır. Man şu kız seni yezir malalla tırısrek şul derzembe adavandarza buyurur. Только iklenmeli mardet ani iklener şerva bak yeber şak вселенной космоса. Ол пергедести наш разумные остан мне. А перед вселенной вот мелегаламала вселенная акундала кипачен или река акундакол. Вот перед евро бурнаган галактика вот Млечный путь, вот галактика, наша галактика. Да,
Погырган, шылдырзем, 2 миллиард. Ну, сам бегінде на терес наукала литература сәмек туа бұрды. 2 миллиард онда шылдыр. А шылдыр бұл, бір хевелде шылдыр бұл. А хевелде каждый шылдырзен, может, планетті зем бұл мабдараш. Ол хаки современной астрономии по Ангигун уйду драгони вот обнаружение других планет вокруг звезд. Вот сама да тогда я говорю, сама шаржинже бурмала, упрамала жре, но тогда же амала остан дизем, я говорю, печенга мар был хасак остан деньжере, печенга мар был. Поверяй кундамын дурма канага. Млешный будь равен икшер миллиард терм. Хоп инбег на галаскала. Миллиард тем гунда. 2 миллиард терм. Он бекизем, млешный будь бекизем, он 6 миллиард хазем. Вот здесь тогда миже миллиард шелдар. Вот здесь я вошел, а завод на дорог вон, вот акуда. Ширем, угощен тогда, вот ширем бер 0. Вот шагбек, вот где-то вот маленько. Какая огромная вселенная. В ней около 2 умноженное на 10, 22 степени звезд. Ну кого-то куда-то загаймало. Француз, биологи Луи Пастер, вот вчера, Шамлык Сенегалаский ман. Я говорю, ладно, вот интересно не лайк, сылых курдан де вот хам дешак хальхи космология, космогония, проблемы себе интересны. Шамлык Сенегалаский, я говорю, валу забрать, мы давали дегунда, валу вот. Но однако мы говорим, вот Луи Пастер, биолог, француз, калать, Шамлык Сенегалаский загалать был. Шамлык Сенегалаский был. Шавдет Хавран лабораторий зенде, библиотека зен, эшле лары деревенде пурнар дейт. Вот, ну, вырастагался мудан. Юноши был терять, Луи Пастер, биолог, французский биолог. Живите в трудовой обстановке лабораторий и библиотек. Живите в трудовой обстановке лабораторий и библиотек. И Хавардан Идер, спрашивайте себя, а что я сделал для своего образования? Вот я всю жизнь занимаюсь самообразованием в команде. Что я сделал для своего образования? Ну, да, вот, я бы не понимаю, вот, конечно, вот рассказать. Приняли, вот, в отношении себя скажу так, еще да. Значит, народный академик, вот куда сильно, друзья мои, вот погряде, халак академик, заслуженный экономист, почетный ветеран, дети. Так, вот манамда, народный академик, был Маншин Мескер был. Это вечный студент. Вечный студент. Вон, время вот я учусь и буду заниматься науками. Лишь Марселин Бертлодером, француз, инженер-химик Каландером. Наука не должна быть уделом честной олигархии, да, академик всегда дайте. Любознатель, он имеет право заниматься, философствовать, я сейчас заглашен у стенах. Если я буду учиться всю жизнь, пока ум у меня держится в голове, и заниматься в меру своих знаний вот это своей продуктивной творческой деятельностью. Ахате юмахри улапатор, эс ялан пиренгуш уменже, ширеп сывлах тури санападор, санбала ширеп рекшутенже. Ахате тюбери шуда шалдар, шуда дадан испирен шула, ику шуда шишет ялдар, ялдар, самахладан хов кула, кула. Ачуземшен ате эзе пулдан, ширеп хулан тымар выране, камалу
ултон, парнеледен теле кашныне. Ағатте шыңғыр шыл көже, Иғырадын пермай қылбатна. Юрлама юрадан сасу уже, Кайық евер сарса шунатна. Ағатте уйхирди лаштраивош, Куронадын мынашлы патвар. Шер жүлченде анвадыл пулсыва, Эспире пырақса аңғывар. Ағатте түбері шуда шалдыр, Шудададын эспирен шула. Ику шуда шижет ялдар, Самахладын хыл кула. Ағатте шыңғыр шылгушы, Иғырадын пырмай қылбатна. Юрлама юрадан сасу уже, Кайық евер сарса шунатна. Кайық евер сарса шунатна.